Здравствуйте! В эфире информационная передача «Гамшик Шара». Я ее ведущий Нарсула Бухпа. Сейчас расскажем коротко о сегодняшних темах. Аслан Бжаня представил коллективу администрации Гулрыбского района нового руководителя Саида Харазия. В Галском районе проходят учебно-тренировочные мероприятия с участием личных составов ГСО, СГБ и МВД. Вице-президент Бадра Гунба принял делегацию Министерства культуры Чечни. В Абхазии начались Дни культуры Чеченской Республики. Травматолог-ортопед из Еревана Авсеп Даниелян ведет прием пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата. Аслан Бжаня посетил с рабочей поездкой Галский район. Президент заслушал доклад министра обороны о ходе реализации мероприятий по усилению мобилизационной готовности личного состава и произвел инспекцию новых инженерных сооружений вдоль абхазо-грузинской границы. В поездке также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа, начальник Генштаба вооруженных сил генерал-лейтенант Владимир Савченко. Личные составы ГСО, СГБ и МВД проводят учебно-тренировочные мероприятия в Галском районе. Учениями руководят главы силовых ведомств Дмитрий Дбар, Роберт Киут и Вальтер Будба. Подробности в материале пресс-службы ГСО. Масштабные совместные учения сразу трех силовых ведомств ГСО, СГБ и МВД начались с переброса военной техники и части личного состава в Галский район ранним утром 12 марта. Государственная служба охраны, служба госбезопасности и Министерство внутренних дел по поручению главнокомандующего президента Аслана Бжаня разработали программу оперативно-тактических учений, в которой отразили сценарии наиболее явных угроз с учетом международной и приграничной с Галом обстановки. Подразделения, которые задействованы в данных учениях, считаем, что они готовы. Предварительно проводились подготовки, план мероприятий и все остальное. Это отрабатывались действия тактические. И, соответственно, сегодня мы выходим на финальный этап проведения данного мероприятия. Оно направлено на пресечение возможной диверсионной, террористической и иной деятельности противника. То есть в случае каких-то боевых действий. В принципе, в рамках этих учений отрабатываем самое основное. Это наше взаимодействие, то есть налаживание. Такого рода масштабные учения мы проводим впервые, но у нас отдельно, как говорится, по группам мы такого учения проводим. Но сегодня актуальность возросла с учетом событий, которые происходят вокруг Республики Абхазия, с учетом тех угроз, которые существуют. Соответственно, дабы исключить эту возможность, сегодня мы проводим более масштабные. В рамках трехдневных учений отработают первоочередные мероприятия по противодействию возможным террористическим атакам. Особое внимание силовики уделят предпринятым мерам при проверке информации о вероятном заражении сетей водоснабжения, оперативности реагирования экстренных служб при поступлении сигнала о минировании объекта органов государственной власти. Учения проходят под пристальным вниманием руководителей силовых структур, среди которых начальник ГСО генерал-майор Дмитрий Дбар. По приказу главнокомандующего Аслана Георгиевича Бжаня проходят учения в данном момент в Гальском районе. Задействованы три ведомства, это СГБ, ГСО и МВД. Учения приближены максимально к боевым, контртеррористические и по противодействию диверсионным группам. Эти учения у нас проходят регулярно в квартал раз. В данный момент спецподразделения, которые здесь находятся, подготовлены полностью и оснащены для проведения данных учений. Несколько дней, несколько этапов учения разбиты. Я думаю, что они пройдут, оценку уже даст глава государства на должном уровне.
начинаются с сегодняшнего дня и будет происходить несколько дней. У нас слаженное взаимодействие, у нас уже отработанный ряд выходов, и сегодня мы хотим укреплить в данном направлении. Вы видите, что происходит в мире, какие угрозы, и мы будем часто проводить данные учения по антитеррористическим угрозам. И я считаю, что это очень полезно. И бойцы должны знать друг друга, взаимодействовать с друг другом и уметь отрабатывать вместе слаженно свои задачи боевые, поставленные перед ними. К учениям привлечены специальные отряды всех силовых ведомств, в их числе СОБР Министерства внутренних дел. Подразделению поручено отработать комплекс совместных мероприятий по освобождению заложников и обезвреживанию лиц, совершивших нападения на контрольно-пропускных пунктах государственной границы. В сфере событий в соседней стране мы налаживаем взаимодействие между ведомствами по указанию главнокомандующего. Проводим межведомственные учения для налаживания взаимодействия, организации выполнения боевых задач. В данном случае, подразделение Министерства внутренних дел имеет свою задачу, которая разделена на микрозадачи. Сегодня будут выдвигаться согласно своим задачам будут выдвигаться группы. Завтра вечером будем уже собираться и по выполнению боевой задачи доклады пойдут. Будем понимать, чтобы отлажить, будем понимать все свои недостачи, будем понимать те направления, которые необходимо доработать. Ситуация такая напряженная, будем соответствовать времени. Участвовавшие в учениях подразделения межведомственной группировки сил в Галском районе продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность управленческой деятельности при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по их пресечению. Такова промежуточная оценка руководителей силовых структур первого этапа учений. Ветераны, добровольцы Отечественной войны народа Абхазии, Кабардино-Балкарской республики и Союз абхазских добровольцев Северной Осетии Алании призывают братский грузинский народ не допустить возобновления военных действий в Абхазии и Южной Осетии. Развязывание войны противоречит не только национальным интересам Абхазии и Южной Осетии, но и самой Грузии. На улицах и площадях Тбилиси стали снова звучать призывы об организации новых военных походов против Южной Осетии и Абхазии. Мы воевали не с грузинским народом, а с бандами мародеров и убийц, которые перед этим утопили в крови саму Грузию. Если в 90-е годы прошлого века Абхазия без поддержки смогла отбить войска Госсовета Грузии, то в начале 21 века уже с полной поддержкой Российской Федерации народ Абхазии решит любую военную проблему, подчеркивается в заявлении ветеранов. Аслан Бжаня представил коллективу администрации Гулрыбского района нового руководителя. Саид Харазия был назначен на эту должность указом президента 7 марта. Репортаж Шазины Ханагуа. Представляя нового главу района, Аслан Бжаня выразил надежду на то, что рассчитывает на нового руководителя. Есть куда расти, есть проблемы, которые необходимо решать, подчеркнул президент. Глава государства обратил особое внимание на сохранение межнациональной дружбы и межнационального мира. Любое кадровое решение должно приносить больше положительных результатов, чем было до этого. Я, как президент страны, на это рассчитываю. Есть куда расти. Есть проблемы, которые необходимо решать. И самое главное, весь наш труд руководства района, труд Саида Геннадьевича должен быть направлен на служение нашим жителям, жителям Гулрыбского района и нашей республики. Очень важный момент, на который я хотел акцентировать ваше внимание, это сохранение межнациональной дружбы и межнационального мира. К сожалению, у нас так часто бывает, когда выступают общественные деятели и, не имея никаких поводов, затрагивают эту щепетильную тему. Здесь бок о бок трудятся представители многих национальностей. В этом смысле Гулрыбский район является уникальным. И меня радует, что в этом зале представители всех национальностей, проживающих в Гулрыбском районе. Я уверен в том, что
таланты каждого из вас будут в рамках совместной работы приумножены. Аслан Бжаня подчеркнул сложность нынешнего времени, специальную военную операцию России на Украине и сложившуюся ситуацию в Грузии. Знаете, что живем мы не в простое время. Знаете о том, что ситуация вокруг России, нашего, по сути, единственного, но из таких крупных государств, стратегического партнера, резко обострилась. Знаете о том, что есть в Грузии реваншистские силы, которые вместе с коллективным Западом, это не оборот речи, это так оно и обстоит, хотят открыть второй фронт. И это уже не просто разговоры, это попытка, реальная попытка осуществить намеченное. Как это не кажется парадоксальным, мы сегодня хотим, чтобы действующее руководство Грузии сохранило свою власть, премьер-министр и его команда. Так уж получилось. Только потому, что они не сторонники войны. Все это на нас накладывает особый отпечаток. Как никогда нам необходимо сплотиться во имя сохранения нашего государства, во имя сохранения нашего многонационального народа Абхазии, во имя сохранения нашей культуры, самобытности. Глава государства отметил, что за 2 последних года в республике удалось начать реализовывать важные проекты, и эту тенденцию необходимо продолжить. Но вы видите, через какие дискуссии приходится нам проходить, чтобы реанимировать правильные вещи. Это то, что делается сегодня в Ачимчирском районе, в городе Сухум. Строительство – это, на мой взгляд, прямой синоним созидания. И это нам нужно делать. Нам необходимо сделать так, чтобы наша земля нас кормила. Для того, чтобы она нас кормила, она должна обрабатываться, возделываться. Это элементарное правило экономического развития. Новый глава районной администрации Саид Харазия выразил благодарность руководству страны за оказанное ему доверие. Я в полной мере осознаю возложенную на меня высокую ответственность. Всевышний не в первый раз приводит меня к служению нашей стране Апсны. Как вам известно, я дважды был избран в Народное собрание парламента Республики Абхазия 5-6 созыва, законотворческую ветвь власти. Сегодня начинается мое служение в исполнительной ветви власти. Я намного увереннее смотрю вперед, ибо знаю точно, что над нами Творец, любящий нашу страну Апсны, а за моими плечами опыт государственной деятельности. А рядом верные друзья, всем сердцем любящие нашу страну Апсны. Верю, что, объединив наши усилия, мы вместе сможем достичь процветания, благополучия и безопасности нашей страны. Президент выразил благодарность бывшему главе районной администрации Аслану Барателе и его команде и выразил надежду на то, что новый руководитель будет тесно контактировать с ним. Шазина Ханагу, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. С 13 по 17 марта в Абхазии пройдут Дни культуры Чеченской Республики. Делегацию Министерства культуры Чечни принял вице-президент Бадр Гунба. На вечером состоялась церемония открытия Дней культуры показом спектакля Русского театра драмы имени Лермонтова «Белла. Герой нашего времени». Также запланированы концерты мастеров искусств Чеченской государственной филармонии, Государственного академического ансамбля народного танца «Войнах». Приветствуя гостей из Чеченской Республики, вице-президент Бадр Гунба отметил, что с культурой братских народов Кавказа Абхазия хорошо знакома и очень отрадно, что в республике проходят Дни культуры Чечни. Абхазский зритель хорошо знает культуру, самобытность, традиции Чеченской Республики, потому как эта культура нам близка. Мы все представители большого кавказского народа, схожесть наших культур, самобытности требует того, чтобы мы часто общались. Это очень важное направление взаимодействия в области культуры, и мы, безусловно, будем наращивать эти взаимоотношения. В год проведения Дней культуры совпало с годом празднования победы в Отечественной войне народа Абхазии. В этой связи я бы хотел, пользуясь моментом, поблагодарить представителей братских народов Северного Кавказа, в том числе и ребят из Чечни, которые плечом к плечу защищали независимость нашей Родины.
Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики Марет Байсарова от лица министра Айшат Кадыровой поблагодарила руководство Абхазии за возможность приехать в республику и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. По дороге в Сухум завернули в этнический музейный парк, поближе познакомились с вашими традициями, обычаями. И скажу вам, слушали и в каждом находили схожесть с нашими традициями и обычаями. И нам было это очень приятно. Надеемся на дальнейшее сотрудничество не только в культуре, но и между республиками. Директор Департамента социально-культурной деятельности и отдела искусств Министерства культуры Чеченской Республики Якуб Малаев также поблагодарил за предоставленную возможность познакомить абхазского зрителя с чеченской культурой. Очень приятно сегодня находиться здесь для нас, для делегации Министерства культуры Чеченской Республики. За честь представлять и наше ведомство, и нашу республику, и наш братский народ. Очень теплые дружеские и братские отношения сложились еще давно между нашими народами. Представители Республики Абхазия не раз бывали на гостеприимной чеченской земле, принимали участие в культурных, спортивных, иных форумах, которые у нас проводятся, показывали хорошие результаты, занимали призовые места и с гордо поднятой головой возвращались к себе на родину. Нам очень приятно, что сегодня предоставилась возможность показать зрителю Абхазии свою культуру, свою идентичность, общую, так скажем, с народом Абхазии, но различающиеся по каким-то некоторым вещам. В завершении официальной встречи вице-президент Бадра Гумба и гости из Чеченской Республики обменялись памятными подарками. Аля Катрапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Состоялось заседание членов Общественной палаты, утвержденных президентом Астан Абжани и представителей органов местного самоуправления, избранных 10 марта. С 13 по 24 марта политические партии и общественные организации должны представить кандидатуры для избрания в новый состав палаты. Проведение конкурсного отбора назначено на 27 марта. Общественная палата формируется из 13 граждан, утверждаемых президентом, 11 представителей районов и городов, 11 представителей политпартий и общественно-политических движений. Заведены уголовные дела по факту незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в особо крупном размере. Далее в нашем выпуске оперативная сводка МВД. Органам предварительного расследования Гудаутского РОВД расследуется уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотических средств. Задержан и водворен в изолятор временного содержания Иналыпа Тимур Людвигович, 1988 года рождения, житель поселка Бзыпта, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято наркотическое средство метадон, что установлено в результате исследования, проведенного экспертами экспертно-криминалистического центра МВД Республики Абхазия. Оперативную информацию реализовали сотрудники отдела уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району. Тимур Иналыпа отпущен под подписку о невыезде. Незаконные приобретения, хранение, перевозка наркотических средств в особо крупном размере вменяется жителю столицы Чанба Демендиковичу, 1981 года рождения. Последний задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в городе Сухум по улице Адлиба сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по городу Сухум. В ходе личного досмотра вышеназванного гражданина сотрудниками милиции обнаружен и изъят заизолированный красной лентой сверток, при вскрытии которого были обнаружены еще 2 свертка с расфасованным в маленькие свертки веществом светлого цвета внутри. Все обнаруженное было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД Республики, где и была установлена принадлежность изъятого вещества к наркотическому средству метадон массой порядка 5 грамм, что является особо крупным размером. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. В отношении задержанного судом города Сухум избрана мера пресечения – домашний арест.
Министерство просвещения Абхазии при поддержке образовательного центра «Сириус» продолжает прием заявок на различные образовательные программы. Уже запущен отбор на июньскую программу по информатике. Первый этап прошли 32 школьника. Теперь объявлен набор по направлению физика «Старт в науку». К участию приглашаются школьники 6-7 классов, прошедшие отбор по программе 7 класса. Регистрация открыта до 2 апреля. Подать заявку можно на официальном сайте «Сириуса». Участников, прошедших все этапы отбора, ждут теоретические и практические занятия по физике, лекции и семинары ведущих педагогов. Планируется она где-то в сентябре месяце. Вот, сейчас будет также проходить учебный отбор, да, первый этап, а потом уже позже, в течение месяца, я думаю, будут известны результаты. Сейчас главное зарегистрироваться, специальных знаний там не требуется, достаточно школьной программы. Вот, поэтому тех, кто хочет быть действительно подкованным в науке, да, в науке такой как физика, кто, может быть, сегодня еще не совсем ее любит, но хочет с ней познакомиться поближе, углубить свои знания. Я призываю всех родителей посодействовать своим детям. В этом году у нас возможность уникально принять в 15 их программах различных. Это и математика, и химия, биология, генетика. Поэтому я хочу еще раз нашим телезрителям сказать, чтобы они следили за новостями в наших социальных сетях, в наших группах в Инстаграме, в Фейсбуке, в Телеграме. Вот, не пропускайте эти новости, участвуйте, потому что действительно для развития детей у нас вот здесь вот совсем рядом есть такой замечательный образовательный центр, и уже со школьной скамьи мы начинаем отбор, да, и эти возможности, они вот здесь совсем рядом. Союз писателей объявил 2023 год годом абхазской литературы. В рамках юбилейных мероприятий намечены литературные встречи, вечера поэзии, круглые столы, конкурсы, фестивали, семинары для начинающих литераторов, фотовыставки и многое другое. В честь юбилея будут изданы коллективные сборники поэзии на абхазском и русском языках, сборник рассказов на русском языке и буклет «Союзу писателей Абхазии 90 лет». Союзом писателей совместно с Ассоциацией писателей также составлен сборник стихов об Отечественной войне народа Абхазии, приуроченный к 30-летию Победы. Стартовали ежегодные профориентационные мероприятия АГУ. В этом году по традиции цикл встреч старшеклассников с профессорско-преподавательским составом АГУ начался с города Ткварчал. В первый день профориентации также было объявлено о проведении Олимпиады школьников «Путь к вершинам-2023». Репортаж Рады Чачава. Выбери работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня. Мы множество раз слышали это крылатое изречение авторства Конфуция. Мировая статистика философу древности вторит. Многие люди недовольны выбором профессии. Правильно определиться с делом всей жизни может помочь профориентация. Выбор профессии на современном рынке труда широчайший. Куда идти учиться после школы подростки часто не представляют. И именно в этом им помогают профориентационные мероприятия АГУ, первое из которых университет провел в Ткварчале. Первое – это ознакомление выпускников школ района с теми направлениями, по которым мы будем принимать выпускников школ Абхазии в этом году. И второе, самое главное, наша встреча носит прикладной характер – это помощь выпускникам школ Абхазии в подготовке к Олимпиаде школьников «Путь к вершинам» и вступительным испытаниям. То есть проведение мастер-классов по всем предметам, по которым будет осуществлять прием абитуриентов Абхазский государственный университет. Каждый из факультетов и отделений АГУ представляли педагоги, доценты и профессора. Они охотно отвечали на вопросы школьников, презентовали свои учебные программы и помогали ребятам определиться с выбором специальности. В этом году Абхазский государственный университет будет осуществлять прием абитуриентов по 32 направлениям подготовки специальности. В апреле текущего года мы будем проводить Олимпиаду школьников «Путь к вершинам» по всем направлениям подготовки специальностям, по которым будет осуществлять прием Абхазский государственный университет. На все направления предусмотрена бюджетная основа обучения. В прошлом году в Олимпиаде школьников «Путь к вершине» приняли участие 310 учеников из всех районов республики. 58 победителей и призеров получили возможность поступить в университет без сдачи экзаменов и были рекомендованы на бюджетные места.
Председателем приемной комиссии ректора Амхарского государственного университета Олегом Алексеевичем Гварами принимается решение о предоставлении равных возможностей для всех участников Олимпиады, и поэтому на специальности международные отношения также будет предоставлено участникам Олимпиады бюджетное место. В этом году победители и призеры Олимпиады также будут рекомендованы к зачислению на бюджетные места вуза. Будущие студенты рассказали, что мероприятия по профориентации им действительно помогли получше разобраться в множестве профессий. Профориентационные мероприятия пройдут во всех районах Абхазии. Рада Чачава, Анатолий Маланя, Абхазское телевидение. 90 детей с проблемами опорно-двигательной системы осмотрел за 3 дня травматолог-ортопед из Еревана Овсеп Даниэлян. Овсеп Даниэлян – доктор медицинских наук, автор 29 научных публикаций и 4 патентов по различным методикам лечения. Приезд специалиста стал возможен благодаря КБФ Ашана и при поддержке Министерства здравоохранения. Подробности в репортаже Сарии Кварасхели. У 16-летнего Дениса Аникина ДЦП. Из-за болезни он ограничен в движении. Но шаг за шагом мальчик упорно идет к своей мечте. Денису уже успешно провели 2 ортопедические операции в Ереване. Если раньше ходить было очень сложно, то сейчас ему намного легче. Самостоятельно хожу. Я чувствую на ногах, мне легко наступать. Это благодаря фонду Ашана. Спасибо им большое. Узнав, что в Абхазию прибыл травматолог-ортопед Овсеп Даниэлян, семья Дениса привезла его в Сухумский реабилитационный центр. Денис с нетерпением ждал встречи с врачом, который его не раз осматривал. Мама мальчика поблагодарила фонд Ашана за такую возможность. Через фонд Ашана мы в Ереван попали, оперировали. Мы очень довольны, очень благодарны. Я очень рада, что я своего сына на ноги поставила. Прием ведущего врача-ортопеда из Еревана Овсепа Даниэляна проводится в рамках проекта фонда Ашана «Здоровое поколение» при поддержке Минздрава Абхазии. По словам директора КБФ Мактина Джинжоля, Овсеп Даниэлян уже провел осмотр в Гудауте и в Сухуме. Врач будет находиться в Абхазии до 17 марта. В течение 3 дней было осмотрено порядка 90 детей с различными нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. Уже выявлено 8 детей, которым необходимы ортезы. В течение нахождения Овсепа Авидиковича в Абхазии будут взяты слепки гипсовые, и фонд также будет им заказывать ортезы в Ереване, которые по мере изготовления будут направлены в Абхазию. Данная медицинская акция дает возможность гражданам, у которых есть нарушение функции опорно-двигательного аппарата, не выезжая за пределы Абхазии, получить консультацию специалиста. Мы стабильно 2 раза в год приглашаем врача Овсепа Авидиковича. Очень большое количество детей, которые уже им оперированы как на базе Республиканской детской больницы, так и на территории Еревана. Встречу с ведущим врачом ждала 7-летняя Элина Календжан. У девочки врожденная дисплазия и вывих обоих тазобедренных суставов. Элина уже давно знакома со Овсепом Даниэляном. Ранее он провел ей 2 операции в Ереване в научном центре травматологии и ортопедии. Сегодня она самостоятельно ходит и охотно общается на камеру. По словам мамы Элины Карине, совместными усилиями малышку поставили на ноги. Она бегает, она пошла в 0-й класс, у нее и с речью были проблемы, тоже и в реабилитационном центре нам, и с препаратами помогают, и выезжаем к нервопатологу в Адлер. Вот идем на поправку. Вроде бы все успешно получается, она старается, и мы тоже. Приезд специалистов из-за рубежа и обмен опытом позволяют медицине развиваться и переходить к более эффективным методам лечения и, конечно же, значительно улучшить состояние здоровья маленьких пациентов, отмечают специалисты. Возможности у нас ограничены в плане обследований, в плане лечения, поэтому пытаемся как-то в этом плане улучшить снабжение и возможности наши. А так, конечно, отправляют на данный момент в плане в Ереване там костные операции делают, у нас нет рентгена определенного, да, и стола, можно так сказать, какие-то есть моменты, которые нам очень нужны. Обещает Минздрав приобрести оборудование и уже будем улучшать спектр возможностей, можно так сказать. В реабилитационном центре созданы все удобства для детишек с ограниченными возможностями здоровья. Здесь есть бассейн с гидромассажем, тренажерный зал, кабинеты для занятий, оборудованы кухня, столовая и прачечная. На учете здесь больше 120 детей с различными патологиями. 18 коек мест
дети с родителями со всей Абхазии находятся в течение месяца. Все бесплатно, весь курс, питание, нахождение, препараты довольно дорогие и необходимые препараты. У нас государство, да, Минздрав обеспечивает. Ежегодно их количество как бы добавляется и по разным причинам. Внутриутробные инфекции, родовые травмы. Фонд Ашана берет на себя все финансовые затраты по заказу и изготовлению ортезов в Ереване, а также в случае необходимости фонд готов оплатить операции, которые будут проведены в Республиканской детской больнице. Сария Кварцхеля, Фатима Гергия, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. 16 марта в 16 часов в Ишерском музее боевой славы состоится памятный вечер, приуроченный к 30-й годовщине мартовской наступательной операции. В 19:00 в память о погибших будут зажжены свечи на Гумистинском мосту в селе Нижняя Ишера. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к акции. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 14 марта, на территории Абхазии ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом информационный выпуск Камшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.